телеканала, программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин провел совещание в Якутске. Медицинская реабилитация участникам СВО и членам их семей оказывается в приоритетном режиме. В Национальном художественном музее Якутии выставлены работы проекта «Антирак. Поддержка выживших». В Якутске стартовало первенство по хоккею среди детей. Третий выпуск нового шоу «Танцуй» на телеканале «Якутия-24» состоится на этой неделе. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры республики за прошедший год. В ходе заседания обсуждено все социально-экономическое положение Якутии. Прокурор республики Максим Попов, выступая с основным докладом, отметил, что в результате реализованных прокурорами мер и взаимодействия органов власти погашена задолженность по заработной плате в размере около 300 миллионов рублей. 5000 медицинских работников получили положенные выплаты. Оформлено в собственность почти 7000 бесхозяйных объектов ЖКХ. Дмитрий Демешин указал, что главная задача, которая ставится руководством страны перед органами власти всех уровней, принять необходимые меры для повышения уровня жизни людей. Он поручил держать на постоянном контроле вопросы соблюдения прав пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, коренных малочисленных народов Севера и субъектов предпринимательства. Многое сделано за истекший 22 год. В частности, восстановлены права более 500 детей-сирот. Они получили жилье. Это много, это больше, чем в других регионах Дальнего Востока. С опережающими темпами заменяется аварийное жилье. В республике тоже есть эффективность этого процесса. Есть и проблемы. Конечно, это реализация национальных проектов. Здесь прокуроры получили задачу дать правовую оценку бездействию или недостаточному администрированию со стороны уполномоченных органов, которые должны были эти деньги приземлить в конкретные дела в интересах жителей Якутии. В ходе рабочего визита Дмитрий Демешин провел личный прием граждан. Несколько жителей столицы региона обратились по вопросам длительного проживания в аварийном фонде. А в формате видеоконференц-связи жительница Чурапчинского района сообщила о непринятии муниципалитетом мер по расселению. Также уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в республике поднял вопрос о наложении особо охраняемых территорий на границе охотничьих угодий. Две женщины, сын и муж которых находятся в зоне специальной военной операции, обратились по вопросу оказания содействия в получении единовременной материальной помощи, в предоставлении которой ранее им было отказано. По всем вопросам Дмитрий Демешин дал поручение о принятии безотлагательных и эффективных мер, направленных на восстановление нарушенных прав заявителей, взяв каждое обращение под свой личный контроль. Кроме того, заместитель генерального прокурора России посетил среднюю общеобразовательную школу номер 39 имени Николая Шадрина. Дмитрий Демешин лично осмотрел территорию школы, учебные классы, медицинские кабинеты, а также помещение столовой на предмет соответствия требованиям целевых показателей национального проекта образования. Напомним, что в марте прошлого года министру образования республики прокуратуры региона было объявлено предостережение в связи с низкой эффективностью реализации национального проекта. По итогам осмотра замгенерального прокурора оценил образовательное учреждение на хорошем уровне. Новая школа распахнет свои двери в День знаний. Сегодня в школе побывал глава Республики Саха-Якутия Сан Сергеевич Николаев, а также заместитель генерального прокурора Демешин Дмитрий Викторович. По сути, для них был презентован данный объект. Они отметили качество стройки, они отметили значимость данного объекта в целом для региона и отдельно для города Якутска. По результатам заместителя генерального прокурора были даны рекомендации обеспечить также надзорным сопровождением именно образовательный процесс, который совсем скоро начнется в данном объекте. Строительство микрорайона «Спортивный» на месте старого 17-го квартала, реконструкция площади Ленина, а также благоустройство всей набережной вокруг озера Сайсары в Якутске. На эти цели направят беспрецедентную сумму в 10 миллиардов рублей в рамках инфраструктурных кредитов по поручению президента страны Владимира Путина. Объекты реновации входят в мастер-план столицы республики, который разработали в рамках исполнения указа главы региона о развитии Якутска до 2023 года.
В целом, документом определена стратегия пространственного планирования города. Безусловно, мы очень рады такой возможности, такому вниманию, которое уделяется городу Якутску со стороны руководства республики. То есть мы понимаем, что сегодня благодаря применению инструментов, которые сделаны на уровне федерального законодательства, определены механизмы на уровне республиканского законодательства, мы подошли вплотную к возможности использования всех возможных ресурсов. Это начиная от уровня города, заканчивая федеральными, значит, фондами и органами власти, выделение средств, все возможно в рамках реализации КРТ. Участники специальной военной операции и их родственники в рамках санаторно-курортного лечения пройдут реабилитацию в санатории Бес-Чагда. Такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех медицинских организациях республики. На сегодняшний день бойцы СВО проходят восстановление в республиканском реабилитационном центре. Чтобы пройти реабилитацию, необходимо позвонить по единому номеру 122 или обратиться в поликлинику по месту жительства. Участвуют все профили оказания медицинской помощи. Это начиная с травматолога ортопедической и заканчивая психолога психотерапевтической помощи. Хочу сказать, что также организована анонимная бесплатная наркологическая помощь и при необходимости. И также проводим медицинскую реабилитацию в рамках санаторно-курортного лечения в санатории Бес-Чагда. При этом для того, чтобы попасть в этот санаторий, необходимо будет через медицинскую организацию по прикреплению или по месту жительства получить пакет документов и через центр сопровождения отправить в санаторий Бес-Чагда. Маскировочные сети для участников специальной военной операции в Ленске вяжут все от школьников до пенсионеров. В помещение Центральной библиотеки и Ленского краеведческого музея, где находятся специальные станки для вязания, может прийти каждый, кто желает помочь. Ткани для сеток приносят простые жители города, которые их и плетут в свободное от работы время. Десятки ленчан освоили нехитрый способ этой работы. Они говорят, что нужно только терпение, а еще осознание того, что это дело важное. Идея плетения сетей пришла, когда в интернете стали появляться массово сообщения о том, что добровольцы, волонтеры из разных городов нашей страны занимаются изготовлением маскировочных сетей и разного оснащения в помощь нашей армии. Люди приходят в свое свободное время, может быть, до 10 человек единовременно. То есть люди приходят, чтобы помогать, приходят каждый день. То, что мы здесь делаем, направлено действительно на помощь нашим воинам из нашего района. Сети, которые сейчас уже изготовлены и будут сделаны в ближайшее время, мы будем отправлять в те подразделения, где воюют выходцы с города Ленска. Ежедневно в библиотеку приходят десятки ленчан, чтобы внести свой вклад в это нужное дело. За 4 дня уже готовы 3 малых сети для пехотинцев и завершается плетение большой. Работники библиотеки в дальнейшем планируют заниматься масхалатами и шить аптечки. В марте глава района планирует очередную поездку в зону СВО. С ним и отправят все изделия, которые успеют сделать к тому времени. Бортом санитарной авиации селам Гамгинского района доставлены 7 пострадавших в результате отравления. 2 пострадавших мужчин госпитализированы в реанимационное отделение Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины в тяжелом состоянии. 5 пациентов госпитализированы в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение Республиканской больницы номер 2, Центр экстренной медицины. В настоящее время диагностический процесс завершен. Вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Напомню, согласно предварительным данным, в холодном отсеке гаража мужчины подключили 2 бензиновых генератора. Они находились в соседнем помещении, дверь в которое не была полностью закрыта. Предположительно, в помещении проник угарный газ, что повлекло смерть одного из мужчин. В Якутске состоялся круглый стол, посвященный 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Якутского колледжа инновационных технологий, родственники участников Сталинградской битвы, а также ветераны боевых действий. Гости выступили со своими докладами из истории перелома Великой Отечественной войны. Вспоминая героев Сталинградской битвы, прошел открытый диалог между участниками специальной военной операции и молодежью.
Мы проводим еще раз, в первую очередь, это мероприятие для молодежи. И нам хочется, чтобы молодежь не только слушала как лекцию, вот мы всегда стараемся по форме диалога и давать больше слов выступления молодым людям. Общая беседа, диалог, мы где-то, вот, наверное, будет самое главное – понимание исторического момента прошлого и исторического момента сейчас. Новую лабораторию по изучению онкологии, в том числе исследованию рака шейки матки, рака молочной железы, открыли в Якутске. Это совместный пилотный проект Северо-Восточного федерального университета и Якутского республиканского онкологического диспансера. В чем уникальность лаборатории и какой аппарат установили в онкодиспансере, расскажет Светлана Амосова. Лаборатория «Электронные пучки» и радиотерапия открылась в рамках реализации указа главы о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья. Блок лучевой терапии развернулся в специальном помещении онкологического диспансера. Блок лучевой терапии находится в так называемом специальном каньоне. Здесь толщина стен составляет 2,5 метра. Это сделано для защиты от радиации, которую будет излучать данный аппарат. Это новое оборудование – источник импульсивного электронного излучения на основе бетатрона. Он является уникальной отечественной разработкой и произведен в Томском политехническом университете. В ближайшие 2 года аппарат будет использоваться только для научно-исследовательских работ, для изучения рака шейки матки и рака молочной железы. По этим исследованиям уже будут судиться, насколько важность этого аппарата, насколько необходим, потому что наши коллеги из Томска считают, что, наверное, это в будущем уже является ускорителем именно отечественного плана. Он мини-ускоритель, но сейчас мы вот уже начинаем открывать эту лабораторию. И в этой лаборатории совместно с Северо-Восточным федеральным университетом будем изучать влияние лучей на ткани. Вот почему эта лаборатория называется «Электронные пучки и радиотерапия». Кроме того, результаты научно-исследовательских материалов новой лаборатории планируется использовать в подготовке диссертационных работ сотрудников Северо-Восточного федерального университета и онкодиспансера. Центр будет являться базовой лабораторией физико-технического и медицинского институтов. Данный аппарат должен быть доработан до терапевтического аппарата, который будет использоваться в так называемой интраоперационной лучевой терапии. Будет использоваться во время проведения хирургической операции по удалению опухоли, то есть, например, при лечении рака молочной железы. Рак молочной железы предполагает удаление, хирургическое удаление опухоли, и для того, чтобы в дальнейшем не было метастазирования и чтобы эффект был наиболее большим, необходимо облучать ложе опухоли. Для того, чтобы в дальнейшем вот эти вот оставшиеся на ложе опухоли раковые клетки не могли дальше размножаться и привести к метастазированию и более того, возврату рака. Как отмечают специалисты, в стране и в мире это направление имеет тенденцию развития. Врачи и ученые надеются на плодотворное сотрудничество университета и диспансера для значимых результатов научных работ и в доработке аппарата до терапевтического. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Всемирный день женщины-врача отмечается сегодня. Этот праздник посвящен дню рождения Элизабет Блэквелл. Именно она инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ и равенство в области медицины. О работе врача Национального центра медицины расскажет Валерия Наумова. Варвара Алексеевна – врач-хирург, гастроэнтеролог хирургического отделения номер 2 Национального центра медицины. Работает врачом уже больше 30 лет. С самого детства она знала, что хочет связать свою жизнь именно с этой профессией. С детства мечтала стать врачом и осуществила все-таки свою мечту. Поступила в Благовещенский медицинский институт. На 3-м курсе вдруг заболела острым аппендицитом. И после этого захотела стать хирургом. И усиленно ходила на кружки по хирургии. И на 6-м курсе все-таки нас с подружкой выбрали, мы все-таки конкурс прошли на хирургию, по хирургии. Учеба давалась легко благодаря огромной любви к выбранной профессии. Интернатуру прошла на юге Свердловской области в промышленном городке Полевской. В городе была большая нехватка хирургов, но благодаря дружному коллективу быстро набила руку. Вспоминая свой профессиональный путь, Варвара Алексеевна признается, что один раз хотела попробовать себя в другом направлении медицины. У нас был соблазн, кстати, на 6 месяцев уходила.
Ну, я хотела стать маммологом-онкологом, но 6 месяцев проработала, но это не моя стезя оказалась. Все-таки я люблю оперировать побольше и выхаживать больных, поэтому обратно вернулась. Около 71% врачей в России женского пола. А специализацию по хирургии выбирают не только мужчины, но и женщины. Но все же мужчин-хирургов на данный момент больше, чем женщин. Однако в последнее время тенденция начинает меняться. Больше женщин появилось. Ну, это и хорошо, я считаю, что это очень хорошо. Я как сказал, что они мужчинам нисколько не уступают, а в чем-то и превосходят их намного, как показывает опыт. Известно же, чем мужчина от женщины отличается. Женщина более заботливая, более трудолюбивая. Ну, много-много есть позиций положительных очень. И как хирурги они замечательно работают. Сегодня в обществе уже не существует стереотипов и споров о том, кто лечит лучше – мужчины или женщины. Международный день женщины-врача – дополнительный повод сказать спасибо и выразить свое восхищение женщинам, которые выбрали сложную и благородную профессию. Валерия Наумова, Илья Сыромятников, Якутск. В Национальном художественном музее республики торжественно открыли выставку «Я рисую жизнь», посвященную Всемирному дню борьбы с раком. На выставке представлены картины и работы из глины, которые создавали участники проекта «Антирак. Поддержка выживших». Подробнее о проекте узнала Марферина Алексеева. На выставке представлены живописные, графические и керамические произведения в разных техниках. Акрил, масло, художественная пастель, техника гончарного дела и ручная лепка. Участники проекта – люди, поборовшие онкологию. Свои творения они создавали на протяжении 2 лет. Еженедельно участники встречаются в музее и создают по-настоящему незабываемые и лучистые работы, которые трепетно передают любовь к родному краю и к миру изобразительного искусства. Помимо арт-терапии в музее регулярно проходят встречи, мастер-классы, экскурсии, беседы и другие культурно-просветительские мероприятия. Наши беседы по психологии проходят в красивых залах музея, где у людей повышается настроение. Они не хотят встречаться в больнице, они не хотят видеть больных людей, они хотят видеть красивое творчество и что-нибудь такое, которое бы их вдохновило. И это как раз нам дает музей. Творческий процесс лечит, привлекает внутренние резервы, укрепляет иммунную систему и не оставляет времени на депрессию. Все это важно для лечения людей с онкологическим диагнозом. Я дала себе слово. Я не сдамся. Я буду бороться. Когда нас много, это сильнее, нас это сплачивает. И это здорово. Проект «Антирак. Поддержка выживших» реализуется в рамках гранта главы республики по инициативе общественного деятеля Капиталины Алексеевой для поддержки онкобольных после прохождения этапов диагностики и лечения. Когда увидела на своем опыте, что вообще у нас с реабилитацией очень трудно, и вот я решила со своими единомышленниками начать этот проект для того, чтобы как-то после операции, после химиотерапии, после лучевой терапии помогать таким же, как я. И вообще делиться опытом, как выживать. Картины будут украшать стены будущего онкологического центра, который будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Это стало замечательной новостью для всех участников выставки. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Продолжаем цикл сюжетов, посвященных Году труда. В Нерюнгринском районе 1000 людей трудятся на угледобывающих предприятиях. Шахтер – одна из самых популярных и почитаемых профессий. Сегодня герой нашего сюжета – проходчик одной из шахт Анатолий Малышев. Шахтер – одна из немногих профессий, в которой есть много специальностей. Самые основные – это горнорабочий, проходчик и машинист горно-выемочных машин, или, проще говоря, комбайнер. Именно они производят разведку горно-выемочного поля и являются флагманами всего производственного процесса. Если нету проходки на предприятии, нету добычников, которые не смогут в дальнейшем зарядить лаву и добывать уголь. Если проходчики не проведут горные выработки, это опять же усложняется с вентиляцией, с доставкой материалов. Ну, все остальное предприятие – это проходчики. На них самый большой акцент. Не будет проходки на предприятии, можно сказать, не будет предприятия. Анатолий Малышев родом из Донбасса. На родине работал в шахте, а в 2019 году переехал с семьей в Нерюнгри. И здесь тоже устроился в угледобывающее предприятие машинистом горно-выемочных машин. Прохождение выработок для дальнейшей добычи угля.
Вот. Моя именно непосредственно это выемка угля, обслуживание комбайна, первую смену, также самое ежесменно. Бригада УПР-1 считается одной из основных самых высокопроизводительных по проведению горных выработок. А Анатолий Малышев в числе лучших проходчиков на своем участке. Среднесуточные темпы выработки составляют 25 метров в сутки, в то время как другие комбайны проходят 15-16 метров. И это не предел. Главное – не бояться трудностей, тогда по плечу все шахтерские рекорды. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Новую книгу из серии «Жизнь замечательных людей Якутии» презентовали в Национальной библиотеке республики. Издание посвящено жизни первой женщины-каменщика Тамары Тороковой. Единственная представительница этой нелегкой профессии из народа Саха проработала 35 лет жизни на значимых стройках столицы. Ее руками возведены многие известные объекты Якутска. Над биографией труженицы работали составители Татьяна Новгородова и Оксана Борисова. Книга вышла небольшим тиражом в 30 экземпляров. Издание приурочено к Году труда в Якутии. Вот таких простых людей, тружеников, подрастающее поколение должно знать, должны гордиться. Поэтому я очень рада, что вышла такая книга, что имеем возможность передать вот будущему поколению. И поэтому мы вот сегодня собрались на презентации данной книги. Трус не играет в хоккей. В Ледовом дворце Лейботр прошло первенство республики по хоккею «Золотая шайба» среди учащихся 2012-2013 годов рождения. Хоккеисты команд «Полярные волки» и «Энергия» поборолись за возможность принять участие во всероссийских соревнованиях в составе сборной республики. С юными спортсменами пообщалась моя коллега Галина Чекурова. Марсель Чудинов, игрок команды «Полярные волки», занимается хоккеем с 3 лет. И несмотря на свой юный возраст, он точно уверен, что свяжет свою жизнь с данным видом спорта. Его кумирами являются такие хоккеисты, как Джонатан Тейвс, канадский хоккеист, и Никита Кучеров, хоккеист России. Мне, да, нравится заниматься хоккеем. Я решил, потому что мой папа тоже занимался и был тренером. Поэтому почему бы не пойти на хоккей тоже? И мне нравится играть. У меня есть успехи. В ходе первенства тренер сборной Якутии Андрей Малышкин отобрал лучших игроков из разных команд, которые будут защищать честь республики на финале чемпионата страны «Золотая шайба» в Нижнем Новгороде. Подготовка в данный момент на 80% точно готовимся. Морозы мешают, где-то болезнь мешала, где-то так, а так 80%. Ребята ходят, ребята тренируются. Нормально, лед, земля, как обычно. Надеемся, что-нибудь дадим результат. Хоккей развивается в Якутии с 1996 года, с момента создания Ледового дворца Эль-Лейбуатор. На сегодняшний день не только в столице республики идет активная подготовка юных хоккеистов, но и в других крупных городах региона и даже в селах и поселках. Благодаря развитию данного вида спорта юные хоккеисты Якутии представляют республику на всероссийских и международных соревнованиях. Не стали исключением вторые зимние игры «Дети Азии». Сейчас наши молодые спортсмены, юные спортсмены готовятся к играм «Дети Азии», вторые зимние игры «Дети Азии», которые пройдут с 25 февраля по 5 марта в Кемеровской области. Да, сейчас у них как раз участвуют в соревнованиях дальневосточных, оттуда сразу поедут в Кемерово. 13 февраля в Нижнем Новгороде юные хоккеисты будут бороться за первое место с другими спортсменами со всей страны. Всего на соревнованиях примут участие 62 команды. Галина Чекурова, Илья Соломятников, Якутск. Якутские кинематографисты снова в тренде. В российский прокат выходит новая лента якутского режиссера Костаса Марсана «Детектор». Мистический триллер рассказывает об охоте на серийного убийцу. В главных ролях настоящие суперзвезды страны. Екатерина Вилкова, Кирилл Кяра, Гела Месхи. Картина полностью спродюсирована российскими экспертами. Костас Марсан – приглашенный режиссер. И это первый подобный опыт для якутского кино, когда наших специалистов зовут в большие российские проекты. На съемочной площадке без якутского языка не обошлось. Это Даша. Когда на площадке действительно вот такая нервозная обстановка создается, то ты невольно переходишь на якутский язык, да, потому что уже невозможно все так быстро, вот, чтобы мозг перерабатывал. И какие-то слова, да, то есть не сколько изучили, сколько группа поняла, что если режиссер переходит на якутский язык, значит ситуация очень нервная. О, где там, а и того, потом ты вдруг вспоминаешь, нет, я же это, они же не понимают. И переходишь на русский язык, то есть как-то это собираешься.
Третий выпуск нового шоу «Танцуй» на телеканале «Якутия-24» состоится уже в это воскресенье. 9 пар состязаются в мастерстве исполнения и артистичности. Каждый раз они представляют зрителям новую программу. Для того, чтобы ваша любимая пара в конце телешоу получила приз зрительских симпатий, нужно проголосовать по номеру 5533, отправив СМС с номером пары. Напомним, что свой номер для голосования пары получают в день эфира. Пока никто из участников не выбыл, но у телезрителей есть возможность предотвратить выбывание. Для этого в течение недели нужно голосовать за одну из 2 пар, которые на последнем этапе получили наименьшее количество баллов. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.